Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители. В эфире программа «Бергаляб Иряник». Учим вместе. В нашей программе мы учим слова на татарском языке вместе с вами и нашими участниками, с которыми я предлагаю познакомиться. Сегодня в нашей игре принимают участие две семьи, две команды. Это семья Закировых, Ахмедзяновых, Ясмина и ее мама Чулпан. Исянмысы, здравствуйте. И семья Елаловых, Аяс и его папа Ильнар. Исянмысыз, привет. Ясмина гимнастка, и несмотря на свой юный возраст, она уже достигла больших вершин в этом виде спорта. В будущем она хочет стать парикмахером, ну а пока спорт для нее превыше всего. Ясмина, гимнастика и спорт отнимают очень много времени. Как ты все успеваешь? Ну, просто нужно везде успевать, стараться, и тогда все получится. Чулпан, вы руководитель ансамбля танца «Казань». Не хотите, чтобы ваша дочь пошла по вашим стопам, по стопам хореографа, постановщика? Не каждый родитель желает своей профессии, но для меня превыше всего, чтобы она нашла себя и нашла свое любимое дело, которым с удовольствием занималась. Это важнее. Ну, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Огромное спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Аяс также талантливый парень, из 3 лет. Он уже на сцене в качестве конферансье. Давайте посмотрим на экран. Да, Шейми бабайга 80 яш. Туктале. Демек, біздің де юбилей. Нейді юбилей? Бабайга 80 яшме? 80. Цифра 0 важную роль не играет, между прочим. Біз бұлдырабыз. Бізге де тизден 8 яш тулашак. Усек? Да. Вот такие талантливые парни растут в нашей республике. Аяс, скажи, пожалуйста, как долго приходится учить текст? Ну, быстро, не так уж долго. А почему ты любишь выходить на сцену? Сам так думаю, сам хочу выходить. Ильнар, а ваша ли это мечта, чтобы ваш ребенок был на сцене? Ну, во-первых, он сам как-то такой активный был у нас. Уже с 3 лет, как я сказал, он вышел первый раз на сцену на конкурс «Созвездие» как конферансье. И выступил там очень хорошо. Заняли даже 1 место вот сразу же. И как бы все потом пошло-поехало. И как бы потом он начал петь. Вот. Ну, что удивительно. То есть он еще и поет? Он еще поет. И еще он сейчас вот в этом году стал спортсменом. Он сейчас занимается бальными танцами. Ничего себе. Да, он уже занимается, 3-й год уже пошел. И вот сейчас в этом году он как бы переквалифицировался в спортсмены. Вот. А, то есть из конференции в спорт уж решил идти? Ну, он как бы успевает везде и старается, ну, везде успевает. Ну, я надеюсь, у вашего сына большое будущее. Огромное спасибо, что вы сегодня вместе с нами. Ну что ж, друзья, мы познакомились с нашими участниками, и пора начинать нашу программу. Тема сегодняшней игры – школа. Мектеп. В эфире программы «Бергаляб Иряник». Мы готовы начать первый тур нашей программы, который называется «Жауаптап». Найди ответ. Уважаемые команды, правила первого тура очень просты. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о некоторых словах, связанных с темой «школа», «мектеп». Ваша задача – узнать, о чем они говорят, и назвать это слово. Правила ясны? Да. Итак, смотрим на экран. Он смотрит детей. Она бывает злая. У нее бывает черная одежда. Она бывает спокойная. Он выглядит очень строго с детьми. Она нужна, чтобы класс учить. Учат детей, чтобы они выросли. Кто же нужен, чтобы учить детей, кто бывает очень строгим? Это учитель. Ты так думаешь? Да. Совершенно верно, это учитель, а учитель по-татарски будет ухатуще. Вы зарабатываете 1 балл. Итак, следующий вопрос в вашей команде. Смотрим. Там 40, 30, 20 человек. Где учиться? Там учатся в институт. Еще там играют, на улицу выходят. И там играют. 2 получается или 5. И я пока не учусь, поэтому я пока в садик хожу. Итак, что же состоит из 20-30 человек, Аяс? Как ты думаешь? Класс? Класс? Школа, или класс. школа? Класс или школа? Если из 30, то
Класс, наверное. Да, класс. Совершенно верно, это класс, а по-татарски класс будет Сыйнов, и Аяс приносит своей команде 1 балл. Поздравляем! Итак, Чулпан, сейчас играем с вами. Внимание на экран. Она бывает только черного цвета и длинная. Бывает зеленая только. Ее пишут в мелки, еще фломастеры, карандаши. Это чтобы мелком рисовать. Там можно писать 5 плюс 5, получится 10. Да, Ясмина будет Доска. отвечать. Доска. А как думает Чулпан? Ну, вариантов несколько, но пусть будет доска. Совершенно Солидарность. верно, это доска. Доска по-татарски будет такта. И Чулпан и с Ясминой приносят своей команде еще 1 балл. Я вас поздравляю. Ильнар, играем с вами. Также слушаем рассуждения детей. Они не дерутся. Это девочка или мальчик умеет писать. Он уже знает все. Они послушные или вообще непослушные. Он сам учится в классе. Он ходит в школу. Итак, кто же ходит в школу, Ильнар? Ну, вариантов нет. Вот, поддержу Аяза, ученик, наверное. Совершенно верно, это ученик, а ученик по-татарски будет укуще. Ильнар вместе с Аязом приносит 1 балл своей команде. Ну что ж, мы выучили 4 слова, впереди 5-е, и я предлагаю нашим детям взять в руки игрушки. Аяз, у тебя это ананас, Ясмин, у тебя это яблоко. После того, как мы досмотрим еще один видеоролик с рассуждением детей, тот, кто первый нажмет на свой фрукт, тот и будет отвечать. Готовы? Готовы? Да. Смотрим до конца и только потом нажимаем на экран. Можно цветочек рисовать, например. Разноцветные бывают. Голубой, синий, белый. Они еще могут быть одним цветом. Рисуют на доске. Их красят в доску. И можно на земле рисовать. Так, чем же можно рисовать на земле и на доске? Аяз был первым. Аяз. Мел. Мелом можно рисовать? Ну, я не знаю. Ясмина, как ты думаешь? Мелкие. Мелки. Ну, первым правильный ответ дал Аяз. Он приносит команде 1 балл, а мел по-татарски будет Акбур. Я вас поздравляю. Наш первый тур подходит к концу. Счет 3-2. Впереди семья Елаловых. Ну, а мы переходим во второй тур нашей программы. В эфире программы «Брегаляп Иряник». Мы продолжаем учить слова на татарском языке и переходим ко второму туру, который называется «Истехолдер». Запомни. Уважаемые команды, сейчас вы увидите 9 картинок. 5 слов, которые мы сегодня выучили, появятся на нашем экране. В течение 15 секунд вы должны запомнить, в какой ячейке находится то или иное слово. После этого мы закрываем ячейки. Я буду спрашивать, в какой ячейке находится, например, мел. Но прежде чем начать второй тур, я предлагаю вспомнить слова, которые мы сегодня выучили. Итак, Ясмина, как будет по-татарски учитель? Укутуще. Бик-яхша. Аяз, как будет по-татарски класс? Сынов. Молодец. Ясмина, доска. Токто. Афарин. Аяз, ученик. Укуше. Дерес. Ясмина, мел. Акбур. Акбур, совершенно верно. Ну что ж, наши участники вспомнили слова, и мы готовы начать второй тур. Внимание на экран, запоминаем ячейки. Итак, 15 секунд истекли. Начинаем с команды, у которой больше баллов. Аяз, в какой ячейке находится учитель? Учительница находится... Итак, 3, 2, 1, ваш ответ. Нет, 5. И... 8. Давай сам скажи, давай. Давай, Аяз. 5, ладно. Я что-то 5. Открываем 5-ю ячейку. Нет. Там не учители. Ход Как? переходит... Том же был последний. таких. Возможность ответить получает Ясмина. Ясмина, в какой ячейке находится учитель? В 6-й ячейке. В 6-й. Открываем 6-ю ячейку. Совершенно верно. 1 балл вашей команде. Ну и вопрос вам. Ясмина, в какой ячейке находится класс Сынов? Во 2-й. Во 2-й? Да. Открываем 2-ю ячейку. Совершенно верно. Там находится класс. И уже 2-й балл ты приносишь своей команде. Ильнар, вопрос вам. В какой ячейке находится доска? 1. Аяз говорит, что в 1-й. Как думает папа? Соглашаюсь. Соглашаемся и открываем 1-ю ячейку.
Там находится доска. Аплодисменты. Вы зарабатываете 1 балл. Чулпан, играем с вами. В какой ячейке находится ученик у Хуща? Третья, по-моему, да? Третья. Третья. Ясмина подсказывает, что третья. Давайте открывать третью ячейку. И там находится радостный ученик у Хуща. Итак, вопрос обеим командам. Кто быстрее нажмет на фрукт, тот и будет отвечать. В какой ячейке находится мел? Ясмина была первая. И не раздумывая, она говорит, 7-ю ячейку. Открываем ячейку номер 7. Там находится мел. Акбур, аплодисменты. Тур под названием «Истехолдер», запомни, подошел к своему завершению со счетом 6-4. Впереди Ясмина и мама Чулпан. Аплодисменты. Но наша программа продолжается. Мы продолжаем программу «Быргалап Иряник». И прежде чем перейти к третьему туру, я предлагаю вспомнить слова, которые мы сегодня выучили. Итак, учитель, укытуща, класс, сыйнов, доска, токта, ученик, укуща, мел, акбур. Я надеюсь, наши команды вспомнили эти слова. И прямо сейчас вы услышите песню, которая посвящена сегодняшней теме «Школа Мектеп». Ваша задача записать те слова, которые вы услышали, но только те, которые мы с вами сегодня выучили. Это 5 слов, которые я только что повторил. Итак, если задание понятно, мы слушаем песню. Задание понятно? Понятно. Слушаем песню. Көндәлек дәфтәр китап, дәрескә хәзер һәр чак. Безнең китаплар матур, рәсемнәр кызык һәм зур. Безгә мәктәптә рәхәт, укытучыбызга рәхмәт. Ну что ж, мы с вами услышали песню, давайте узнаем правильные ответы. Итак, какие слова записали Чулпан и Ясмина? Сыйнов, Так. такта, укутыще. Укытуща. Хорошо, узнаем, какие ответы записали Аяс и Ильнар. Аяс. Сынов, Так. такта, укутыше. И действительно ли это правильный ответ? Наши команды в ожидании. Совершенно верно, это правильный ответ. И 3 слова приносят обеим командам 1 балл. Я вас поздравляю. Ну что ж, исход игры ясен. В нашей сегодняшней программе побеждает Чулпан и Ясмина. Мы вас поздравляем. Но самое главное, это не победа, а то, что мы выучили слова на татарском языке. Вместе с вами, дорогие наши телезрители. На этом наша программа подошла к концу. Калян тотып кулларга иретәләр мәктәпләрдә. Дуслар, мәктәпләрдә генә түгел, өйдә дә телләрне өйрәнегез һәм туган телне онытмагыз. До скорых встреч, друзья, киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз! Пока-пока!